До начала летних каникул осталось 2 месяца, но подготовка к оздоровительной кампании уже началась. В этом году более 460 организаций отдыха детей готовятся к новым сменам. Планируется, что их смогут посетить 500 тысяч человек. В их числе 700 детей – участников специальной военной операции, а также 600 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Около 2500 детей отправятся в Черноморскую Зорьку в Анапу. Приемная кампания начнется 5 мая. Как и ранее, в предыдущие годы, через информационный ресурс дети11.рф. А начало летней оздоровительной кампании, то есть первых смен, уже начнется 27 мая 2024 года. Остро стоит проблема с медицинскими кадрами, которые будут работать в детских лагерях. Региональному Минздраву поручено срочно решить этот вопрос. Одно из предложений – на лето привлечь к работе студентов старших курсов, медицинских колледжей и институтов. Задача у нас, она каждый год стоит, но просто мы должны понимать, что каждый год мы должны двигаться в этом направлении. И то, что Наталья Владимировна сказала, что они готовят более комфортные условия в части повышенного уровня заработной платы, да, там, преференции, что если это уже семейный человек, то он может отправить вне очереди с собой взять, да, либо мы уже там готовы дать дополнительную путевку, там, если человек отрабатывает у нас здесь в республике, ребенку дать внеочередную путевку там, в Анапу. Ну, то есть преференции мы готовы, понимая, что медицинские работники у нас в этом направлении всегда, ну, что называется, на счет. Поэтому давайте, вот эта задача именно как раз в части повестки, она, наверное, самая главная. К слову, летняя кампания коснется не только подрастающего поколения. Глава Коми поручил оздоровить в этом году более 70 тысяч человек. Жители республики по медицинским показаниям могут получить путевки в республиканские санатории, расположенные на территории и за пределами региона. В целом на финансирование санаторно-курортного лечения из республиканского бюджета направлено почти 414 миллионов рублей, что позволит оздоровить более 6,5 тысяч жителей. Однако Владимир Уйба поручил увеличить эту цифру до 8 тысяч. 7200 достигли в прошлом году, значит, в этом году выйти на 8 тысяч. На 8 тысяч. У людей потребность гигантская. Люди не видят солнца многими годами. Выехать не могут. 8 тысяч в этот год. Принято. Вот вам весь предел. Особое внимание будет уделено организации отдыха, оздоровления и реабилитации участников спецоперации и членов их семей. С прошлого года регион компенсирует стоимость путевки на санаторно-курортное лечение и проезд к месту оздоровления и обратно в санатории подведомственные Коми. С 2024 года такой компенсацией могут также воспользоваться родители погибших или умерших участников специальной военной операции. Алена Ладыгина, Дарья Вологжанина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.